нас есть решение суда, И которое что? нам надо исполнить. И что? У уважаемой должницы Сушкевич Татьяны Ивановны были все сроки для обжалования представления постановления суда. Она все прошла. Она все прошла. Ну, мы не суд, мы не можем решать то, что надо сделать. У нас есть решение, которое мы должны исполнить, и не более, понимаете? Я понимаю, как вы... Все эти нюансы, которые она прошла, не прошла... Вы историю вообще знаете страны? Люди, которые в 1937 году расстреливали, они тоже говорили, у нас было решение суда, тройки, мы расстреливаем. Я не вижу смысла вести этот разговор, потому что это не имеет отношения к нашему выселению. Почему имеет? Почему имеет? А соседи, кто-нибудь пожаловался или что, вы скажите? Подождите, мы судебный исполнитель, Но человек готов... мы не взыскатели, мы не соседи, мы не знаем, по каким причинам ее выселили. На это был суд, когда вызывали всех сторон, объясняли отношения, почему, как и так должно быть, понимаете? У нас просто решение суда и человек, у нас стороны взыскатель и должник. Представьтесь, пожалуйста. А вы кто? Я заведующая общежитием. А у вас документ есть? Конечно. Покажите. Внизу. Внизу, а у меня наверху. Сейчас принесу. Не, ну серьезно, я просто спрашиваю вас, кто вы? Я Левинов Павел, представитель Республиканского правозащитного общественного объединения Белорусский сельский комитет на территории города Витебска, Витебской области, Республики Беларусь. Точка. Точка. А вы в курсе, что она нарушитель тут порядка какой-то? Нет, она не нарушитель порядка. Просто она на пенсии не работает. У нас составляется трехсторонний договор с проживающим. Вот. У нее договора на сей день нет никакого. Но она же готова оплачивать. Ну что значит любой готов? Это, как бы, простите меня, но не дом престарелых, это общежитие, на которое, заселяющиеся в общежитие, люди составляют трехсторонний договор. Пенсионер, вы же понимаете, пенсионер не может составить трехсторонний договор. Я понимаю, я этим не командую, я заведую, я веду документы. Я знаю, что у нее документов на сегодняшний день нет. Каких документов? У нее паспорта нет? Договор об уплате, об возмещении расходов по содержанию общежития. Ну что, меня подготовили сразу ручки, девчонки? Сейчас приедут. Ручки не от нас зависят, взыскатель предоставляет ручку. Не загружали, что приедете. Когда взыскатель предоставит, тогда они будут. Уважаемая Сушкевич Татьяна Ивановна, так? Да. В курсе, что было решение суда о выселении вас из данного общежития? В курсе, да? У вас решение суда есть? Знали, да, что есть сроки для обжалования, которыми вы, скорее всего, наверное, не воспользовались. Решение суда знаете, да? Выследите вас. Знаете. Знаете, что у вас было возбуждено в отношении вас исполнительное производство о выселении вас из данного помещения, а именно... Да, 940 заплатить. Госпошлина, это за суд, это не за нас. Да, Постановление о возбуждении на руки получили. Да. Получили, о чем расписались, в исполнительном производстве имеется отметка. Не буду. Вы сейчас будете проходить в качестве двух понятых, я вам расскажу суть вопроса. У Ну, нас это на руках надо решение понятым суда. быть. А вы можете отказаться быть понятыми? А я хочу отказаться. Вы можете отказаться, у Я нас отказываюсь. есть должник, при котором производится опись, поэтому это не обязательно, если вы хотите отказаться, то можете отказаться. Я отказываюсь. Отказываюсь? Хорошо. Да. Хорошо. Я отказываюсь. Где Татьяна Ивановна? Понятые какие-то, но почему не понятые? Одна не пойму. А что это? Что изменится или что? Минуточку, вы внимательно читайте, о чем вы расписываетесь. Вы здесь расписываетесь, а вы читайте, пожалуйста. Сверху. Акт о выселении. Это. У нас происходит процесс выселения человека из комнаты блока номер 16 по решению суда. А блок 16 это там или здесь? Это полностью. То есть вы всех выселяете с этого блока? Сушкевич, если вы внимательно прочитали, здесь написано, что выселяется должник Сушкевич Татьяна Ивановна. Если вы прочитаете более внимательно. Ознакомились? Скажу вам, да, вы стороной, в принципе, не являетесь. Вы просто присутствующие, поэтому Татьяна Ивановна, я бы попросил, чтобы вот эта девушка, да, она вот здесь поставила прочерк, потому что когда вы здесь подпишете, здесь появятся еще чьи-то фамилии. Поэтому вы, пожалуйста, прочеркните. Фамилии ничего не могут появиться, потому что здесь только будут расписываться присутствующие люди, которые знают о сути этого вопроса. Вы, пожалуйста, про чистые строчки, вы, пожалуйста, прочеркните. Либо линии, либо буквы «З». Депутат прикрылся листиком бумаги, сказал, что он живет по Конституции.
Ага. забыв о том, что Конституция гарантирует гражданам право на Так, жилище. все это можно убирать. И сказал, что он сюда не приедет. Мужчины, вот это вот можно секцию вот эту выносить. Пошли. Помещение для хранения у нас есть, да? Да. Идешь ко мне, расписку напишешь, что тебе это имущество не надо. Два шкафа, диван и стол. Можно пломбу поставить, все. А? Пломбу поставить? Ай, да мне не надо, как будто надо. Да шучу я, ерунду. Да. Подожди, подожди. Ну, давай. Ой! Таня, что диван ты говоришь? Не надо диван хранения. Ты же изначально, Таня, в этой комнате жила, да? Изначально, да. Изначально. Изначально съезжала. Сколько вы в этой комнате, Татьяна Ивановна, лет прожили? С 82-го. Вот именно в этой комнате. Да. С 82-го года, да? 82-го. Нет, ничего туда не делали. Никому. Я соседи. Вот это. Поселяюсь, да. У них, а я дома сижу. Зачем? Все. Не надо. Ну, больше не снимать. Это общежитские, наверное. Девушки, опишите квартиру. Вот, Татьяна Ивановна, ознакомьтесь. Это акт о выселении, в котором присутствующие тоже можете ознакомиться. И представитель взыскателя. Это акт о выселении, часовное производство, требования листа исполнительного, то есть решение суда, которое было в Октябрьском. Сторона от должника, сторона от взыскателя. Все имущество. Вот здесь обратите внимание, что ценных вещей, денег и драгоценностей вы утверждаете, что на момент начала описи имущества, которое будет выноситься из помещения, у вас не было в комнате, правильно? Правильно. Об этом надо будет расписаться. Эти графы, что вмещают оценка каждого предмета. А почему? Аккуратно. Леня, опять а почему вы не оценивали каждый предмет? У вас же есть лист, написана оценка каждого предмета, общая сумма стоит. Вы же, наверное, готовились, вы же, наверное, специалисты по оценке должны Татьяна быть. Ивановна, замечания есть и нет. Если нет замечаний, пишите замечания. Нет, расписывайтесь фамилию, инициалы. Здесь распишу, что Напротив еще фамилию напишите вот здесь. здесь, да? Угу. Ну не волнуйтесь. Я не волнуюсь, просто А как человек, резко. как человек может не волноваться, если его выселяют Ой. на улицу? Еще раз, Ой. да ладно, ничего страшного. чего? Так, еще знаете, что по поводу ценности имущества. А, Да. подожди, дайте присяду, кстати. На минутку. Не могу резко. Ой. Может, стульчик вам у кого-нибудь попросить? Хотите ценности оставить, Татьяне Ивановне? Нет, мы хотим убедиться в том, что их нет. Так, сейчас еще распишите о том, что акт я вам выдам сейчас о выселении. Так. Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна. распишите о том, что копию получили. Это ваша копия, да, вот видите. Это конец, а вот начало. Наша копия пока. Расписаться нужно на здесь. Вот здесь. Не, ниже, вот здесь. Выше, точнее. Мгм. Напротив фамилии, инициалы. Оценку дадим, вот здесь. Мгм. Девушки, с чувством выполненного долга вы можете уйти, Закрываем, да? уйти на обед. Потому что я просто переживаю, что здесь это их личные вещи. Ну да, конечно, я думаю, что надо, конечно. Убирайте ваши куртки, одевайтесь.
позвоню. А? Кашпуру позвоню. Это его все осталось, да? Да, да. Это что-то снутри. Нет, здесь ключом. Да никто сюда не зайдет. Не, ну закрыть надо. Ну, или позвоните действительно. Звони. Да, чтобы Страны взыскателя. Да, в порядке, да. Все. Все, до У меня, свидания. только, у меня только к вам один есть это самое. Не к вам, вы, девочки, у меня к вам есть одна просьба.